Раннее утро. Начало штурма Джобара. О том, что его освобождение не будет легкой задачей, ясно было заранее. А это здание мы уже видели изнутри. Здесь свои. Для того, чтобы происходящее было понятнее, вернемся на 2 дня назад. Рекогносцировка на переднем крае в непосредственной близости от противника. Командиры уточняют действия экипажей и взаимодействующих подразделений на местности, так, чтобы все участники предстоящего боя досконально знали обстановку не только по карте, а и в реальности. Там, где невозможно показать объект, тут же сооружается уточняющий макет местности. Расположение известных огневых точек противника снаружи его опорного пункта и в глубине, направление движения и огневых ударов своих войск – все это необходимо знать в подробностях. Подводятся итоги с окончательной конкретизацией задач. В результате каждый из участников операции понимает общий замысел боя и действия его соседей. Это позволяет исключить во время боя любые недоразумения и чувствовать рядом плечо товарища, даже не видя его. Продолжилась рекогносцировка на той стороне. По захваченному у боевиков тоннелю группа выдвигается почти в расположение террористов, в здание, являющееся авангардом среди вражеских укреплений. Здесь, на расстоянии 20 метров от позиции террористов, особенно хорошо понимается вся сложность предстоящей задачи. Скорбным напоминанием об укрепленности Джобара являются 2 сгоревших танка, стоящих здесь более полугода, с первой попытки освобождения района. За все это время так и не появилась возможности вывести их, так как дорога находится под пристальным наблюдением противотанковых расчетов боевиков. Танкам и пехоте предстоит перейти именно эту коварную дорогу. Опасно, тяжело, но очищать район от бандитов нужно. Сложность наступления на Джобар состоит как в том, что в нем, выгнав жителей, обосновались элитные, хорошо подготовленные и вооруженные подразделения Аль-Каиды, так и в особенностях его застройки. Джобар – это большое скопление разновысотных зданий, что затрудняет применение авиации и артиллерии. Во многие потенциальные цели можно попасть, лишь стреляя с дистанции 10-20 метров. Дополнительная сложность – очень узкие улочки, затрудняющие использование бронетехники. В таких условиях ясно, что освобождение Джобара будет долгой и кропотливой работой, с ожесточенной борьбой за каждое здание. Большинство домов превращено террористами в укрепления, и выяснить, есть ли в них враги, а также их численность и вооружение, можно будет лишь во время боя. Артиллерия и авиация, если и смогут помочь, то лишь на начальном этапе операции. Первыми серьезными пунктами обороны бандитов являются здание профсоюза учителей, называемое в народе учительской башней, и большой комплекс зданий колледжа информационных технологий, возле которого также стоят подбитые ранее БМП. Учительская башня – массивное высотное здание, позволяющее контролировать прилегающую местность. Очень прочная конструкция,
не позволяет добиться значительных результатов ударами с воздуха и издалека. Во время артударов боевики спускаются на нижние этажи, прикрытые соседними домами, и после вновь возобновляют обстрел соседних районов и наблюдение за местностью. Штурм Джобора начинается. Танки выходят на огневые позиции. По узким извилистым улочкам каждый из них движется на указанное ему место. Артиллерия, авиация и танки начинают подготовку к атаке. تاخد منه تترا مكتوب على Сделав выстрел, танк сразу уходит с линии огня. Меняет свою позицию Шилка.
Удары наносятся не только по переднему краю, но и в глубину обороны противника. Огонь танков и артиллерии постоянно корректируется с наблюдательных пунктов. На каждую вновь обнаруженную цель немедленно наводится орудие. Артподготовка подходит к концу. Участвовавшие в ней танки уходят на загрузку боеприпасов. И сразу же другие ринулись в разведку боем, выявляя неуничтоженные огневые точки террористов и добивая их. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.